Страна, находящаяся на перепутье традиций и современности, сочетающая в себе богатое культурное наследие, стремление к реформам и развитию экономики, индустриальный рост с привлекательностью региона для бизнеса, активно развивающееся государство с амбициями стать важнейшим игроком на международной арене будущего. Сегодня мы поговорим про Узбекистан. Сейчас эта азиатская страна демонстрирует стабильный рост численности населения. С момента распада СССР число жителей выросло вдвое. Ташкентский метрополитен является третьим крупнейшим метро на постсоветском пространстве после Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с населением в последние десятилетия бурно развивается экономика. Узбекистан является мировым лидером по экспорту и производству хлопка, занимает 12 место по запасам урана и 14 по запасам газа. По общим запасам золота состоит на 4 месте в мире. А наибольшую долю в ВВП занимает промышленность. Развитие же экономики, в свою очередь, невозможно без развитой денежной системы. Национальная валюта Республики Узбекистан – сум – появилась по историческим меркам достаточно недавно, в 1994 году, после распада Советского Союза. Однако само слово «сум» имеет куда более древнее происхождение. Впервые в письменных источниках слово «сум» встречается у уйгурского ученого Мухаммеда аль-Кашгари, работающего в XI веке в Багдаде. В Золотой Орде суммами назывались платежные слитки серебра. Они были весьма схожи с новгородской гривной. Историки полагают, что древнерусская денежная система оказала существенное влияние на денежные весовые нормы Золотой Орды. Вообще же первые монеты на ранних государственных образованиях на территории Ташкентского оазиса датируются с середины III века нашей эры. Чеканка прослеживается все первое тысячелетие. Однако на территории ранней Золотой Орды встречалось и большое количество европейских монет, которые ходили наравне с местными. Отдельного упоминания заслуживает золотоордынский хан Узбек. Он официально обратил Золотую Орду в ислам, при нем же она достигла пика своего могущества. Все это, разумеется, отразилось и на местных деньгах. Отныне при чеканке монет использовали только арабский язык. Также хан Узбек дал имя целому народу, а позже и государству. После распада Золотой Орды и непродолжительного существования узбекского ханства известно множество медных монет эпохи тимуридов XV века и более поздней эпохи шейбанидов конца XV – начала XVI веков с обозначением Ташкентского монетного двора. Ташкентский монетный двор также был одним из 5 монетных дворов государства джанидов с XVII по XVIII века. Во второй половине XIX века Российская империя начала активно расширять свои границы в Среднюю Азию. В 1965 году Ташкент был захвачен российскими войсками. Это стало началом постепенного присоединения территорий современного Узбекистана к Российской империи. Россия вложила значительные средства в развитие инфраструктуры Узбекистана, включая строительство железных дорог, ирригационных систем и развитие промышленности. Однако были и минусы. Так, русская культура и язык стали доминирующими, что привлекло к утрате части национального самосознания и культурного наследия. На территории Узбекистана, как и всей Российской империи, в денежном обращении находился рубль. После Октябрьской революции 1917 года Узбекистан стал частью Советского Союза. Интересно, что в советский период сумом официально назывался советский рубль в узбекском, киргизском, казахском, татарском и других языках тюркских народов СССР. На памятных монетах изображались древняя площадь Регистан в Самарканде, основоположник узбекской советской литературы Хамза Хакимзаде Ниязи, древние поэты Низами Ганджеви и Алишер Навои. В СССР была проведена индустриализация Узбекистана, были созданы новые отрасли промышленности, что привлекло к росту экономики и занятости. После распада Советского Союза перед молодым среднеазиатским государством, получившим название Республика Узбекистан, стала задача создания собственной национальной денежной системы. Однако даже после провозглашения суверенитета и обретения реальной независимости на территории страны продолжал обращаться советский рубль. По мере введения национальных валют другими бывшими республиками Советского Союза в Узбекистан все больше и больше вливалась рублевая масса из стран-соседей. В январе 1992 года руководство республики попыталось решить проблему ее наплыва путем введения отрезных купонов. Они использовались при покупке продуктов питания и промтоваров в роли приложения к банкнотам. Расчет купонами осуществлялся одновременно с оплатой стоимости товаров рублями путем отрезания соответствующей суммы купонов от большого листа,
Отрезные купоны полагались исключительно гражданам республики. Однако избыточная масса советских рублей в денежной системе Узбекистана привела к резкому повышению цен и снижению покупательной способности населения. Поэтому 15 ноября 1993 года руководство Узбекистана ввело в обращение временные денежные знаки, так называемые сум-купоны. В обращение были выпущены банкноты номиналом от 1 до 10 тысяч сумов. Дизайн всех купюр идентичен. На лицевой стороне герб Узбекистана, на обороте медреса Шардор с площади Регистан в Самарканде. Банкноты отличались по цвету. В июне 1994 года указом первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова была учреждена национальная валюта страны – сум, состоящая из 100 таинов. В обращение сум был введен с 1 июля того же года. В 1994 году в оборот выпустили монеты номиналом 1, 3, 5, 10, 20 и 50 таинов. С 1997 по 1999 годы чеканились монеты в 1 и 5 сумов. Номинал 10 сумов выпускался с 1997 по 2000 год. В начале 21 века были выпущены монеты нового дизайна, который похож на дизайн монеты евро. Те же надписи курсивом и косые выпуклые линии. Последний на данный момент выпуск монет произошел в 2018 году. В прошлое ушли таины, их выпуск стал экономически нецелесообразным. В оборот были выпущены монеты из стали с никелевым покрытием номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов. Все монеты и банкноты Узбекистана выпускает государственное предприятие по производству денежных знаков и защищенных документов Давлат Белгиси в Ташкенте. В начале Второй мировой войны в Ташкент была эвакуирована часть оборудования и специалистов Московской печатной фабрики Госзнака. После наладки и запуска в феврале 1942 года Ташкентская печатная фабрика приступила к работе, проработав до февраля 1944 года. Она печатала ценные бумаги и банкноты. В апреле 1993 года на базе этого предприятия был создан современный монетный двор. На сегодняшний день Давлат Белгиси представляет собой современное высокотехнологичное производство, полностью покрывающее потребность государства в своей продукции. Одной из особенностей производства банкнотной бумаги является использование хлопкового волокна, так как Узбекистан является крупнейшим мировым производителем хлопка. Продукция фабрики поставляется на экспорт в Россию, Азербайджан, Киргизию, Грузию, Францию, Бангладеш и Камбоджу. Кроме монет регулярного обращения, Узбекистан осуществляет чеканку памятных, инвестиционных и коллекционных монет из недрагоценных и драгоценных металлов, таких как золото и серебро. Полная коллекция из памятных недрагоценных монет состоит всего из 7 разновидностей. Монеты из стали покрыты медно-никелевым сплавом, они выпущены большими тиражами и находятся в реальном обращении. С 2021 года в Узбекистане в обороте находятся банкноты, объединенные тематикой шелкового пути. Каждая из них посвящена одной из областей республики, архитектурным памятникам той области и археологическим находкам. В качестве водяного знака на всех банкнотах ряда используется груженый верблюд. История Узбекистана – это сложный и многогранный процесс, который включает в себя как периоды подъема, так и периоды кризисов и потрясений. Узбекистан, пройдя через различные исторические этапы, сумел обрести независимость, встать на путь собственного развития. С экономическим ростом в последние годы в Узбекистане выросло и качество денежных знаков. Следствием увеличившегося денежного оборота послужил рост благосостояния граждан, а вместе с постоянно увеличивающимся населением и нестабильным положением в соседствующих странах, совокупность этих факторов делает Узбекистан ключевым игроком на геополитической карте в регионе.